Легенда из легенд, Виктор Санеев был гениальным спортсменом, величайшим легкоатлетом. Единственный в истории трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев родился в Сухуми. У его семьи было тяжелое материальное положение. Отец Виктора был инвалидом Великой Отечественной войны, поэтому будущего спортсмена отправили на учебу в Цандрыпскую школу-интернат. В то время это был единственный интернат, куда принимали детей из малообеспеченных семей. Виктор увлекался футболом, любил баскетбол, однако ему не суждено было стать профессиональным баскетболистом. Тренер Акоп Кирселян, который давно присматривался к прыгучести худощавого мальчика, увидел в нем большой потенциал. Когда его увидел тренер сборной Абхазии по баскетболу, Седов есть такой, вот он его пригласил в сборную Абхазии по баскетболу. И он уже начал тренироваться, играть за сборную Абхазии, но его заметил известный тренер Акоп Кирселян. Он своим опытным глазом увидел, у него прыжки такие были интересные очень, и он его пригласил и начал с ним заниматься. Он здесь хорошие результаты в Абхазии показал. Тогда система в Советском Союзе была такова: если хороший спортсмен, который показывает хорошие результаты, мы же были автономной республикой в составе Грузии, Грузинской Советской Социалистической Республики. Вот мы попадали туда, на грузинские соревнования. И там, когда лучшие результаты, уже от имени Грузии, они выступали на спартакиаде народов СССР. На Олимпиаду 1968 года приехали все сильнейшие атлеты мира. У Виктора Санеева стаж выступлений за сборную СССР был всего около года. Уже на этапе квалификации итальянский атлет Джентилли установил новый мировой рекорд – до 17 метров 22 сантиметров. В третьей попытке финала Санеев превышает этот результат на сантиметр. В пятой попытке мировой рекорд опять обновляется бразильцем Пруденсио до 17 метров 27 сантиметров. И только в последней, шестой попытке победную точку в соревновании ставит Виктор Санеев – 17 метров 39 сантиметров и выигрывает золотую медаль. Это уникальный случай в истории легкой атлетики, когда в течение одного финала мировой рекорд был побит 4 раза и дважды одним атлетом. И первая в жизни золотая олимпийская награда Виктора Санеева. На Олимпиаду в Мюнхен в 1972 году Санеев ехал главным фаворитом. Его боялись соперники и любили болельщики. В первой же попытке Виктор прыгнул на 17 метров 35 сантиметров, чуть ближе, чем на предыдущей Олимпиаде. Но этого результата хватило, чтобы завоевать золотую медаль. Он поехал на третьи Олимпийские игры, это 1976 год в Канаде. И там он стал трехкратным олимпийским чемпионом. Потом в Москве 80-е годы он уже стал серебряным призером. На Олимпиаде 1980 года в Москве Виктор Санеев был удостоен чести внести на стадион факел с олимпийским огнем и передать его баскетболисту Сергею Белову, который зажег огонь Московской Олимпиады. После 35-летний Санеев уходит из большого спорта и становится тренером. После развала Советского Союза в 1991 году у Виктора Санеева был в Австралии друг. Он его пригласил, и Виктор со своей женой, она хварская, кстати, и со своим сыном уехали в Австралию. Приехали туда, он преподавал физкультуру в школе, там потихонечку начал работать. У нас были попытки от Олимпийского комитета Абхазии, там мы как-то старались с ним связаться, пригласить его. Такие не получилось так, чтобы он приехал в Абхазию, пока был живой. Но самое главное, это воспитанник абхазской спортивной школы. Здесь он начинал, здесь его увидели, здесь ему дали дорогу, и он пошел и стал таким великим спортсменом. В Абхазии Санеева вспоминают тепло. Общественный деятель Цезагумба училась с ним в интернате. Запомнила она его красивым, обаятельным, но очень молчаливым. Я даже не помню, чтобы он меня возил из лицея, из интерната, из Гантяди, мы до Сухума, это часа полтора, наверное, мы ехали, чтобы мы общались или как-то. Я была намного моложе, не намного, но для того времени это так кажется. Когда он там был в 8 классе, я в 5, он уже считается взрослый. Я не помню. Я единственное помню, что его все обожали. За ним табуном ходили, его одноклассники, другие. Я все время его помню на площадке.
спортивной. Его победы на Олимпиаде, как выдающийся спортсмен, я, конечно, гордилась, иногда рассказывала всем, будучи студенткой, что я его знаю, что я с ним училась. Многие не верили, но это вот какая-то была особенная гордость. Уроженец Абхазии, трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Санеев навсегда останется в памяти абхазского народа. Сария Кварацхеля, Алексея Гухава, Гуди Сатарба, Абхазское телевидение.